Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Здесь нужны не знания, а 2 зеленые бумажки, о единственном в Туркменистане педагогическом вузе. Что посеешь, то и пожнешь, гласит известная пословица, и на самом деле. Что сегодня посеют профессора в головах своих студентов, то затем зайдет в отрасли, куда те отправятся работать. А если студенты готовятся стать школьными учителями, то их нива – вся страна и многие поколения туркменских детей. И можно уже сейчас понять, что вырастет, заглянув в единственный профильный вуз в стране – Туркменский государственный педагогический институт имени Сеидназара Сейди в Туркменабаде. Основу подготовки специалистов этого высшего учебного заведения составляют 3 главных принципа – взяточничество, кумовство и бесконечные выговоры студентам по поводу их внешнего вида. Остальное, включая собственную учебу, оказывается менее важно. О коррупции и оболванивании завтрашних учителей в материале Turkmen News. Декабрь и январь – время сессий в высших учебных заведениях, и в Туркменистане в это время семьи студентов беднеют, а коррумпированные преподаватели могут скопить деньги аж на целый автомобиль. Как рассказал один из студентов ТГП, взятки берут не отдельные преподаватели или деканы, а 90% всех сотрудников. Подергать за ниточки за соответствующее вознаграждение могут даже уборщицы. Одна преподавательница сформулировала девиз ТГП, заявив студенту: «Знания ты будешь показывать родителям, а сюда надо принести 2 зеленые бумажки», намекая на $200. Впрочем, 2 бумажки – это лишь нижний порог требуемого. По информации источника, актуальные расценки в его учебном заведении таковы. 4 на экзамене – $200-250, а отлично от 600 до 1000. И все это делается с ведома, одобрения и даже по инициативе ректора Гурбангельды Мухаммедова. Если нет денег, то нужно искать связи. Так, одному из студентов никак не давался сложный предмет, и парня из-за этого не отпускали на каникулы. Его выручил друг, позвонил своему отцу, влиятельному в вилаяте чиновнику, а тот позвонил в деканат. Там быстро разобрались и поставили обоим студентам в зачетке нужную оценку. Им даже не пришлось проходить итоговое испытание и тем более получать к нему допуск. Помочь другу – поступок, конечно, благородный, но вряд ли в данном случае. Ведь использование служебного положения кого-то из членов семьи для получения нужной оценки и достижения цели любым способом, кроме собственных знаний, обесценивает сами знания и обесмысливает образование в целом. Впрочем, этот отдельный пример вряд ли так уж сильно умаляет знания, ведь в ТГП их давно уже перестали считать чем-то важным, а к действительно умным и талантливым студентам относятся свысока. Стало почти невозможно заработать максимальную оценку своими силами, хорошей подготовкой. Так стоит ли мучиться и просиживать за учебниками, считают студенты, если можно легко сдать экзамен, принеся преподавателю деньги или найдя того, кто за тебя замолвит слово. А взяточничество и непотизм, расцветающие буйным цветом на сессиях, никуда не исчезают и после. И, конечно, нужно обязательно сдать деньги на старших курсах при распределении мест на практику. За хорошую взятку оставят в городе, а меньше да что дальше поедешь. В школах у учителей часто бывают любимчики и изгои, в педагогическом институте то же самое. Так, студентам запрещено приезжать на учебу на машине, при поступлении у них забирают права, но не у всех. Дети чиновников продолжают ездить в институт на личных авто, разве что паркуют их подальше, чтобы не привлекать лишнего внимания. К некоторым студентам преподаватели настолько расположены, что и те, и другие вместе проводят время в ночных заведениях, и, как рассказывают очевидцы, пользуются при этом секс-услугами и употребляют запрещенные вещества. Сложно сказать, кто кого в данном случае развращает: преподаватели, имеющие академическую власть и авторитет взрослых, или студенты-мажора, чьи родители легко могут решить судьбу вузовского сотрудника. А вот обычного студента могут отчитать за посещение ресторана, даже если он был там со своими родителями. Заручиться расположением преподавателей и администрации можно с помощью вроде бы невинных жестов. Так, в пик популярности дубайского шоколада одна из студенток одарила оригинальной продукцией из Объединенных Арабских Эмиратов всех преподавателей. Можно было бы подумать, что это лишь недорогой сувенир или просто знак уважения, что с него взять, но нет. Студенты-сувенирщики получают преференции в виде возможности отлучиться от занятий по личным причинам. А если студент не может потратиться на шоколад, но, потеряв любимую тетю, хочет проводить ее в последний путь, что делать ему? Почему администрация вуза вообще вмешивается в такие вопросы? Кажется, вуз следит вообще за всем, кроме знаний. Если деканат не получает от студента регулярных подношений, то его внешний вид начинает привлекать к себе пристальное внимание кураторов. Те разглядывают его чуть ли не с лупой. Не потеряла ли цвет тюбетейка, не сбился ли флажок на пиджаке, хорошо ли начищена обувь, не слишком ли обозначает фигуру девушки платье. У юношей волосы должны быть не длинными, но и не короткими, не должно быть щетины на лице.
У девушек проверяют, не выцвело ли платье, хорошо ли оно проглажено, правильно ли заплетены косы. Вообще головы студентов привлекают администрацию как-то особенно сильно, но только не их содержимым. Родители некоторых студентов пытаются отстаивать справедливость. Они, наивные, видимо, думали, что отправили детей учиться, чтобы те позже сами сеяли разумное, доброе, вечное. В пединституте о таком, если и слышали, то не принимают всерьез и даже поднимают насмех. Так, студентов, чьи родители воевали с ректоратом или обращались в прокуратуру, и если даже писали президенту, превращают в изгоев. Преподаватели начинают уделять им повышенное внимание, спрашивают втройне и высмеивают перед всей группой за ошибки, а вот без команды смеяться запрещено. Также нельзя громко разговаривать и бегать в стенах института или за его пределами. Запрещено снимать телефон с беззвучного режима в момент нахождения в институте, и уж тем более запрещено показываться в ТикТоке. А если видео еще и скандальное или нескромное, то студента гарантированно ждет отчисление из вуза. Впрочем, для него самого и его духовного здоровья это может и к лучшему, но кто в таком случае придет в школы учить туркменских детей? У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.